Ждем 5 секунд и можно начинать задержка. Здравствуйте, дорогие зрители. Я автор, ведущий канала Сергей Тихий. Это рядом со мной Виктория. Ждем аудиторию и можно будет начинать. Первых 3 зрителей ждем и можно будет начать. Даже можно не не ждать аудиторию, а сразу начинать. Всем привет, сразу лайк. Один зритель, наверное, смотрит, это, скорее всего, Виктория. С маленькой задержкой мы вышли в эфир. Я извиняюсь за такую задержку. Получилось звук. Вот. Это получилось по техническим причинам. Вот. Какая-то проблема, то ли баг какой-то с YouTube был. Вот. 10 минут пытался перезагрузить. Вот. Сразу хочу выразить благодарность Елене, которая перевела 500 рублей. Я не просил донат, но она все же, привет, Настя. Вот, она все же перевела и с комментарием «не болей». Спасибо ей огромное, я не просил. Вот, мне очень, правда, неудобно что-то у людей просить. И сейчас затронем такую актуальную тему. В нашей Свердловской области за последнюю неделю было совершено 2 преступления. Напишите в комментариях, какие, думаете, вы преступления были совершены. Никогда не догадаетесь. Вот. За последнюю неделю сначала в Ревде мужчина зашел в магазин, вот, и взорвал банкомат. Вот, представьте себе. Вот. И где-то день назад в Косулино, это недалеко от Екатеринбурга, где-то 15-20 километров, вот, тоже прям 3 маленько вылетают, мешают, вот, ничего страшного. Вот, я остановился на том, что в Косулино среди белого дня прямо в магазине выкрали банкомат. Зашел один человек сначала, потом еще присоединились, накинули трос на банкомат Сбербанка и его выдернули сквозь двери. И быстренько так загрузили, уехали. Где-то, по-моему, 15 секунд или 20 секунд ограбление заняло. Вот. Ну, то есть это первые звонки, что людям не хватает денег, люди идут на преступления. То есть, ну, народ нуждается в деньгах. И листая ленту ТикТока, я наткнулся на такой видеоматериал, что мужчина ходит по помойкам и собирает металлолом, банки, склянки, вот, чтобы прокормить свою семью. Вы представляете, до чего доводит народ? Это остается без комментариев. Чтобы люди выжили, им приходится такое совершать. Это не от хорошей жизни. Почему в России не объявляется режим ЧС? Да бог его знает. Просто людям из людей выкачивают последний день. Вы посмотрите, сколько за последнее время ввели налогов. Это просто сумасшествие. Налог на налоги. То есть люди, это получается какая-то нефть, по ходу дела. Мне грустно и печально смотреть, что происходит в нашей стране. Вот, как народ загоняет в стойло. Я серьезно говорю, Россия какая-то становится закрытая страна, какое-то отдельное государство со своим устоем и порядком под эгидой и заботой народа, что это для вашей же безопасности страну так закрывают. Этому предусловию, можно даже сказать, оказывается давление на некоторых блогеров, такие как
канал все нормально. Вот не знаю, что там у него дальше случилось, но это, конечно, чересчур. Если банк заинтересован в этом, то люди уходите оттуда просто. Ну, что, теперь зачитываю комментарии. Еще вспомнил такую забавную статью. Я Виктории скинул в WhatsApp. Можешь, в принципе, зачитать. Хорошо. Давай, зачитывай. Сейчас, подожди, Сейчас такая интересная статья будет, и мы присоединимся к вашим комментариям, хорошо? Можно я поздороваюсь? Давай поздоровайся сначала, а то я тебе не даю. Всем привет! Так, Настя, Дмитрий Д, Джон, глазами забайкальца, Татьяна Иванова, Вадим Шевцов, Геннадий Бугай, Джон, Петр Захаров, приветствую, Фатина Райт, наша любимая, Свет Солнца. Салима, привет. Татьяна, привет. Так, Федор Огнев, привет. Салима, привет. Эрна Лыксик, Шара Шарапова, Виктор 55. Вот все наши приветики. Да, всем здравствуйте. Так, что ты говоришь, статью? Да, сейчас статью такую интересную зачитаем. Это касается всех собачников, вот, которые даже держат дома у тебя. Это всех особенно Ты про это, что ли? Да, я тебе ее скинул. Так, и что я хотела? Там мне сказали про новости наши якутские. Я хотела бы всем сказать, что у нас сегодня праздник, День Республики Саха-Якутия, 27 апреля. Отмечается, это получается в 1922 году была образована Якутская автономная социалистическая республика, да? Я СССР называлась. Ну, пропустила социалистическая, советская, забыла, запуталась. Вот, Якутская ССР, потом в 92 году она получила суверенитет и стала называться Республика Саха-Якутия. Вот, и вот сегодня у нас как бы праздник, но перенесли, представляете, и сегодня рабочий день, хотя всегда был выходной. Перенесли, самое смешное, на 4 мая. Ну, у нас все такое возможно, то, что праздники можно перенести. Да, я была в шоке, когда вот я возмущаюсь до сих пор, что перенесли 9 мая. Вот до сих пор я не понимаю, то есть, прикинь, на тебя нападают, а тут у тебя карантин. Ребята, подождите, нападите чуть-чуть попозже, да? Да. И вы победу чуть-чуть отодвиньте. Как можно победу отмечать в сентябре? Вот я вообще не понимаю. Хотя вот даже если взять, они же также бьются, что это их гордость, что никому не дадим изменить, либо внести изменения в праздник 9 мая. Как добивалась, каким трудом, каким потом, какой кровью, они берут и меняют. Ну, вот так вот переносят праздники. Я говорю, вот я никогда не думала, что мы доживем до таких времен, что мы будем переносить праздники. А давайте вот этот праздник мы перенесем. Давайте перенесем Новый год. Ай, да. Так, давайте сейчас быстренько отвечу на вопросы. Так, вот, да, Вадим Шевцов знает про твой случай, да, когда мужчина вынес, то есть их банда, да, там. Да. Вот Вадим Шевцов пишет, они стропу накинули, потом машиной выдернули. Да, вообще, вот. И читаешь комментарии, там ни одного осуждающего. Все говорят, молодцы, красавчики, они не обеднеют. И в таком духе. Так, теперь тебя спрашивают, зачем ты сбрил растительность? Мешаться неудобно. Особенно, когда, вот, допустим, что-нибудь делаешь и считаешь, там, потеть начинаешь, потом она чешется, блин, вообще жесть. Так,
Салима, спасибо за комплименты. Опять пишет, что ты Басков. Да, микрофон ему не вернул. А еще сказали, что ты взял специально микрофон под цвет твоих волос. Да, золотой микрофон. Так, так, Татьяна Иванова говорит, что это я тебе челку по линейке стригла. Это не Нет. я. Расскажи. Это не Виктория по линейке челку стригла. Вот. Я не люблю вот такую вот полукругом челку. Вот я взял сам ножницы и подровнял. Еще и машинкой подровнял, чтобы идеально ровная челка была. А Виктория говорит, что я как Иванушка дурачок с такой челкой. Вот ему нравится так. Я хотела нормальную челку, вот так вот. Ладно, ну, хочет он так, хочет. Ну, принимайте его таким. Так, дальше. Руки зажили, Настя спрашивает. Нет, не зажили. Зажили, зажили. Там чуть-чуть осталось. Маленько. Да, показывать не буду. Так, вот. Свет солнца спрашивает. Сергей, ты хочешь, чтобы умерло 20 тысяч, 50 тысяч человек? Или ты выбираешь карантин? Нет, смотрите, я не призываю ни к чему, вот, во-первых, и не хочу, чтобы кто-то умирал. Вот смотрите, то есть смотришь всякие выступления врачей, псевдоврачей, говорят, что это даже слово такое произносить нельзя, понимаете? Это эпидемия, пандемия, что якобы лечится какими-то лекарствами, что это обычный грипп в тяжелой форме переносится и все. Так, всем привет. Так, кто присоединился к нам? Зинаида Борисовна О, присоединилась. Зинаида Борисовна, здравствуйте. Марина Валерьевна, привет. Зинаида Борисовна, там у нее родственник или знакомый ехал в Якутию, и вот говорит то, что в Алдане его остановили, и то есть граница закрыта, не пускают. Да. Так, вот Петр Захаров говорит, что ты в куртке сидишь? Снимите же жарко. Руки. Да нормально у тебя руки. Нет, из-за рук, чтобы не шокировать. Надо было. А твои руки не видно. Посмотри. Видно очень хорошо мои руки. Так. Отопление же сделал? Да, я, кстати, доколдовал отопление. Моя эпопея закончилась на следующий день. С этим отоплением я его отогревал, получается, всю ночь. Вот, закинул полиэтиленом, поставил туда 2 обогревателя, и они отогревались. И столько было радости, когда водичка в батареях зашумела и нигде не бежит. Да. Я вот. сам даже был в шоке. Да, вот что Сережа молодец. Не пришлось ничего переделывать. Да, вот как поставил, включил, и все замечательно. Даже нигде не подтекало, никаких вот проблем не было. А вот себе делаю, не поверите, у меня обязательно все побежит. Не знаю почему-то. Ну это ты мне делал, да? Ираида Астрал, привет. Так, Петр Захаров пишет, самоизоляцию еще продлят на месяц. Быня завтра выйдет в эфир с обращением. Ребята, вы готовы самоизоляцию еще продлить на год? Да, у нас уже сказали, что до сентября будет и самоизоляция, так что вот. Вы Даже если не до конца года. Готовы еще сидеть дома? Так, сейчас Или я ее хочу снимут, прочитать. но с небольшими ограничениями. Это лишь мое утверждение. Вот, сейчас новости наши якутские, да? Расскажу. Давай сначала про статью про собак. Нет, давай собак потом, а? Ну, Мы новости говорим, собак это потом собаки. Про собак мы будем попозже и долго, основательно. мне, кстати, вот коснулись тему собак. Мне же не имется, я пошел еще отпустил уже 2 кобелей отпустил. Они нормально бегали, никогда не дрались. Ну так в поле там было, что один случай потрепали друг друга и все. И тут я пошел, опять его отпустил.
И они разодрались. То есть Астик это Хаска, и Хонор это якутская лайка. Хонор стоял, Астик к нему подходит, его раз резко кусает, и давай его валять как игрушку. Вот, я белого присоединил, прицепил, точнее, белый там забился в угол. Смотрю, что это такого происходит, ну, тут, типа бьют. И получается, я одного за ошейник взял и раз пристегнул, второму тоже поводок накинул, оттягивать, а Асик, получается, вцепился ему в горло. И, блин, что делать, что делать? Взял, короче, ведро с холодной водой, как ливанул. Асик такой в шоке на меня стоит, смотрит, что такое? И вот так вот разнимаю их. Короче, Сережа не имется. Да. Он идет перед сном, у него это разминка перед сном. Идет, отпускает всех собак, а потом разнимает, у него такое развлечение. Ну как это развлечение, ты чё? Ну а зачем? Зоозащитники набегут. Ну а зачем ты идешь 12 ночи? Какое отпускаешь 12 ночи, там 10 часов было. 10 А что часов. они сидят на привязи, блин, бегать же надо. Сережа, Разумеется. ну не ночью же, а. Ну, в общем, Сережа набирается опыта, Сережа Я учится. с собаками вот с такого породы это первый раз. Так, не отвлекай, пожалуйста, я хочу рассказать про новости в Якутске. Да, давай. Значит, вот, жителей и гостей Якутска обяжут носить маски из-за коронавируса. Исключительно масочный режим вводится в Якутске с завтрашнего дня, где, значит, у нас за последние, не знаю, за последние сутки выявлено 6 уже больных коронавирусом. Вот, сообщил Айсен Николаев, передает Якутия-24. Значит, как отметил руководитель республики, с учетом ранних привезенных в Якутск больных из районов, в столице республики в инфекционных стационарах лечится уже 59 человек с короной. По словам главы, при этом ни в магазинах, ни в автобусах люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. По предложению главного санитарного врача Якутии было принято решение, что с 28 апреля в Якутске и на тех территориях, где введен режим самоизоляции, в общественных местах будет действовать исключительно масочный режим. Ну, это капец полный, короче. Да. А еще новости такие, news.ekt.ru сообщает, что Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом. Я тут в ТикТоке смотрел, одна девушка из Краснодара или Сочи, по-моему, вот, жаловалась на то, что у ней обнаружили эту эпидемию, вот, и результаты анализа ей не дали на руки и говорят, что ты больная. И... То есть, ну как это возможно? Мне кажется, так и не всегда поступают. Да, накручивают. Специально создают такую ситуацию, чтобы запугать народ. Угу. Я, кстати, тут смотрел тоже новости. Канал не помню, как называется. Поправки ввели, то, что силовым структурам можно будет применять оружие в мирных людей. Понимаете, что? Так, теперь пишут, что у нас челки одинаковые. Да? Да. Нет, у ней получается такая под форму тазика, а у меня такая... Горшок. Нет, у меня такая ровная, как взлетно-посадочная полоса. Взлетка. Что там написали? Так, что тут? В Москве рассадник коронавируса. Москву надо перекрыть. А ты ее и так перекрыли же. Тут смотрел тоже новости. Мост построили в 2015 году. Вот. Все там радовались в Ростовской области, по-моему.
Блин, не помню точно где, пешеходный мост построили, напишите, пожалуйста, где именно. Вот, и получается, спустя 5 лет он рухнул, а мост находился еще на гарантии, то есть, которая компания его строила, должна была его восстановить. Но это же наша страна, наша любимая. Фирмы этой не существует больше. Она разорилась, была ликвидирована. Так, Ираида Астрал пишет, у нас в городе умер после службы молодой священник от вируса. У меня на работе умерла 38-летняя женщина, мгновенно не болела. Вот у нас в Якутске тоже один случай, 65-летняя женщина умерла, вот единственная в республике, но у нее была масса своих хронических болезней, понимаете? Люди умирают от своих болезней, да, вот у них там много, да, разных, и просто коронавирус, он усугубляет. И врачи, видать, не понимают, что они ведь видят, о, вот короной там заболел, и начинают лечить корону. А многим уже, не только мне, да, такое мнение, что надо лечить вот от их болезней, а не от короны прям вот усиленно. Потому что она просто усугубляет вот этот, да, вирус усугубляет их болезни, вот. Сейчас наговоришь, тебе потом бах, арестуют счета, будешь должна 200 000 рублей. У нас же так же делается. Внезапно всплывают там старые долги. Ираида, спасибо, пишет, с праздником всех якутян, Ой, здоровья вам и счастья. народ Якутска, с праздником вас. Так, Ирина Левада пишет, за каждого больного короной в бюджет области, края, республики из федерального бюджета выплачивают 200 000 рублей за каждого больного. Смотрите, то есть, откуда эта информация? Так, вот Ираида Астрал. Давайте перенесем роды. Пусть потерпят до конца года. Власть еще не придумала такой закон. А прикиньте, да, такая женщина беременная, и ты своему ребенку говоришь, типа, давай это, перенесись там на 10 месяцев, еще подожди. Прикинь? Да, Петр Захаров, батьке вообще пофигу. В Белоруссии. Батька, да. Я тут смотрел тоже ролик, когда у батьки брали интервью, и он сказал, за сколько ты восстановишь Россию, сколько тебе лет понадобится. Он сказал, мне понадобится 2 дня. Думаете, почему 2 дня? Он сказал, в первый день я расстреляю всех абсолютно, я не призываю ни к чему, то есть абсолютно всех. Именно чиновников. Ну, да, получается. Вот. А на второй день я, типа, всех остальных, кто придет на похороны. Да, знаем. Так, ну да, конечно, Ираида пишет, подождите, скоро у батьки будет покос вируса начнется. Не, у батьки не будет его. А коронавирус не боимся и боимся, черт знает, верить или не верить, будем живы. Да, Сардана. Не бойтесь. Так, не корона убивает, а врачи убивают, пишет наш агент. Вот. Так, в Москве рассадник коронавируса, он же армяновирус. Почему армян? Я тут тоже смотрел у Камикадзе ролик. Короче, таджики, по-моему, да, правильно, таджики вроде бы. Короче, их уволили с сортировочного пункта, вот, и оставили русских там русские таджики были. Вот, таджиков всех уволили, а таджики разозлились и пришли на эту сортировочную базу бить русских. Вот. И, то есть это будет ухудшаться все и ухудшаться с этой ситуацией, что происходит у нас. Так, Наша верхушка и наш царь
Он думает, что ага, мы сейчас как больше нефти будем производить, и мы же все сможем. А на самом деле это пустая игра ихняя. То есть они ухудшают только наоборот ситуацию. А чтобы восполнить бюджет, они будут это перекладывать на нас. То есть в России никогда цена не упадет на топливо. Так, Ираида пишет, вирус есть, но не масштабно, как нам говорят. Сейчас ОРВИ тоже как вирус ставят. Губернаторам деньги для этого выделяют, но не воруют. Да, совершенно верно, согласны, что вирус ставят простой простуде, инфекционный, вирусный. У Салима у пишет, нас же тест несовершенный. почему шаман так сделал, выпустил коронавирус, ведь страдают простые люди и не демон. Шаман же сам сказал, что это он коронавирус, это его рук дело. Мне тут это защитники Пернатова налетели, ну, там написали, вот ты предал Александра. Я говорю, во-первых, мне это все не нравится, как все происходит, то есть, ну, эта идея превратилась в какой-то баблосборник. Мне вот это вот не нравится. Последние новости. Вот Саша Шаман написал в нашей группе на днях, что летом после Сэха он пойдет в поход с Якутска, а весь отряд во главе с Вороном должен ждать его в Иркутске. Вот. Весь отряд, который был, он всех перечислил. И даже тех, кто не был в отряде, многих тоже он там упомянул. В общем, они должны идти под предводительством Ворона. Честно, я с этим пернатым даже в туалет в одном поле не пойду. Даже руку мне стыдно будет пожать ему, потому что он людей не считает, а видит только в них кошелек, который должны ему слать бабки. Ну, посмотрим. Да так и будет. Посмотрим. Так и будет. Посмотрим. Так. Татьяна Иванова говорит, а что Сереж такой грустный? Что я не покормила тебя? Нет, меня покормили, я просто сижу, думаю, что мне делать, чем себя занять. Я вообще тут с ума схожу, ну, считаю, ну, не выйти, ничего не поснимать, ну. У меня руки оторвали. Так. Сергей Ник, привет, привет. Спрашивает, где мы были, почему пропали? Ну, по одной простой причине не выходили в эфир. У Виктории бабушка умерла, поэтому не выходили. У нас траур был. Так, дальше. Вот, Ираида такая версия говорит. Вот Леха руку сломал, дворник руку парализовала, Сергей собака покусала за руки. Это, однако, шаман мстительный. Но Леху-то за что? Я, кстати, тоже смотрел, канал есть такой, доктор Дью называется, который самоделки проверяет. И он тоже, оказывается, руку сломал. Это какое-то нашествие на блогеров. Агент 007 говорит, что ты, говорит, пристал к Ворону, ты ему завидуешь. А чему ему завидовать, что у него судьба такая? Так, Ираида правильно пишет, цифры завышает, в Якутске вообще должно быть все хорошо. Да, в Якутске было бы все замечательно, если бы закрыли аэропорт, если бы по приезду людей обследовали, да, что-то говорили, потому что очень много было сообщений от людей, когда они прилетали из-за границы, то им даже не объясняли, что делать, у них даже не брали анализы, не объясняли ничего, никакой беседы профилактической, ничего. Просто там давали какую-то бумажку подписать, которую они даже не успевали прочитать, и все. Короче, Лети как птица, ты свободен. да. И Блин, надо будет как-то съездить в аэропорт, поснимать.
На велике поеду, наверное. Мешает чуть-чуть. Но ничего страшного. Так, Сергей Ник, спасибо, пишет, извините, сочувствую, спасибо. Мам. Так, Татьяна Иванова говорит, руки оторвали. Как руки тебе оторвали? На месте. Так, и агент все не успокаивается, говорит, что ты пристал к нему? Да бог ему судья, все равно. Так, Салима, а почему пернатый просьбу шамана не исполняет? Шаман сказал, что список отряда опубликуй, а пернатый не опубликовал. Конечно, он не опубликует. А кого он опубликует, если он весь отряд? Да, он всю чехарду уже разогнал. Он же всех ненавидит, всех он видеть не хочет, всех только разгоняет. Как он будет сейчас их звать? Даже если он их позовет, к нему не придет никто. Так, Петр Захаров говорит, что Жиконя сказал, что шамана заблочили. Ничего его не заблочили. Он пишет спокойно в нашей группе, мы общаемся. Петр, у тебя дочка тебя простила. Петр, ты нам скажи честно, Наташа твоя дочь или нет? Вы не брачно. Татьяна Иванова говорит, что ты недавно сказал, что тебе руки оторвали. Руки не оторвали. Руки не оторвали, получается, ну там чуть-чуть покусали, получается, они сейчас скрыты. Здесь вот небольшие такие укусы. Укусы видно, вот если посмотреться, и здесь вот под кофтой. Так, Сергей Мансуров, привет, отец и матушка. Мы не такие старые, Сергей. Сарын говорит, тихий, тебе пора в отряд. И дайте мне пулемет. Вот Петр Захаров. Больше в отряде никто не живет. Петр Захаров, у меня тоже температура была 2 дня и насморк. Само прошло, не стал обращаться в 0,3, себе дороже. Правильно. Да, приехал, за тобой саркофаг загрузили бы, увезли. Ну. А потом выяснилось, что у тебя вирус короны. Ты посмотри, а Петр прям хохочет, говорит, да, дочка, и Жиконя, говорит, мой зятек. Так, Татьяна... Она же тебе написала, что ты не ее папа. Так. Не, она опять прибежит, напишет, что всякую ерунду. Татьяна Иванова пишет, тогда хорошо, что ты весь в полном комплекте. Мне без рук неудобно вообще. Особенно, когда золотые руки у тебя. Это я тоже видос смотрел в ТикТоке. Иногда его пролистываю. И там девушка жаловалась, что никогда не выходите замуж за мужчину с золотыми руками. Он все, скотина, починит, но нового ничего не купит. Так, Сергей Ник пишет, Бог потом с птички спросит, что он деньги в своих целях клянчит. Ну да. Угу. Так, Валентина Старостина пишет, Дегтярюк сегодня стрим пропустил. Стрим пропустил? Блин. Я изредка захожу, смотрю его. Как-то интересно он говорит. Чё? Так, да, Марина Валерьевна поздравляет нас с юбилеем. Спасибо. Вот, допустим, Марина услышала, что участник похода шамана из Казахстана, Валентин Дворник, перенес инсульт. Бубин шамана сказал. Ну да, ну вообще-то... Да, я об этом говорил Сережа еще давно говорил. самый первый об этом рассказал, то, что Валентин перенес инсульт, и я с ним категорически списываюсь. Периодически. Категорически. Систематически. Ты не избивай, периодически переписываюсь. Вот, у него сейчас самочувствие более получше. Вот лучше ему помогите. Он один живет на дачном участке. То есть ему некому присмотреть за ним. Вот лучше ему помочь, чем нашему любимчику. Да. В кавычках. ВСС появился. Всем привет, ВСС. Привет.
Снег растаял в Якутии, спрашивает? Ну, возле заборов нет. Ты бы хоть снял бы людям, что у нас снег во дворе. Видишь, спрашивают. За гаражом еще не растаял. Вот поснимай. Что интересно, разве снег, что ли, Да, смотреть? людям ведь у людей уже цветы, а и не верят, что есть снег. Ну, а я еще вон землю ломиком долблю. Вот Сережа не понимает, что людям интересно, что он делает. Вот он снег долбит. Это типичное, мне кажется, блин. Ладно бы что-нибудь я там интересно, допустим, Ну, у себя ракету в огороде нашел да. случайно. Это будет интересно. Супер находка. А ты сегодня что нашел? Он гарнитуру нашел сегодня в снегу. Ага. Археологическая находка современного мира. Главное, зашел домой и кинул такой возмущенный. Так, А потом оказалось, что она не работает. Тульский Токарев. Что у нас в стране, спрашивает. Перемотайте, пожалуйста, там в начале Сережа рассказывал, что Да, творится. что у нас в России творится. И, кстати, я смотрел канал НН, называется, и он рассказывал про банковскую систему, то есть про платежные системы, точнее, MasterCard и Visa. То есть, ну, планируется то, что они уйдут с нашего рынка. Так, пишут, Салима пишет, благодаря шаману пернатый квартиру, а Айхал дом построил. Это так? Но насчет пернатого квартиры не знаю, Не знаю. и насчет нахала тоже не знаю. Мы не знаем, что там они купили, Бог им построили. Пусть живут, как хотят. Так, люди добрые. О, Ольга Хромовских, привет, только с работы пришла. Так, Петя, где Иришка, зови нашу атаманшу. Петр Захаров пишет, речка не тронулась, когда ледоход уже. Надо сходить, посмотреть, что там творится. Ну, еще нет, надо подождать. Вот в А начале вдруг она мая. раньше тронется? Нет, она в начале мая, часов. Вот как раз где-то 9 мая и пойдет. Нет, она раньше смотается. Ты что? У нас речка непредсказуемая. Так, Татьяна Иванова пишет, теперь новый президент Северной Кореи. У нас? Я вчера новости читала, что пока он жив, и он что, уже умер? Вчера я читала, что он еще жив, и на, значит, престол претендует его сестра. Как ее там называют? Железная тоже леди, или как-то молодая такая девушка. Но некоторые говорят, что женщину не допустят к власти. Не знаю, посмотрим. Сережку в президенты, я тут наведу порядок. Не, в Северной Корее, Сережа. Нет, я здесь хочу. Я знаю, что ты хочешь. А Петр Захаров пишет, атаманши некогда огород садит. Скворечники надо сделать, уже пора. У нас висит уже кормушка. Так, Татьяна Иванова, а ты что, не помогаешь? Пельмени не оставили. Татьяна Иванова, он в коме. Ну вот, да-да-да. Ага. Он не умер еще. Жив он, его вообще нет. Павел Богачев. Паша Локи, это ты, да, Павел Богачев? Петр Захаров, пельмени зажали, вы сами все сожрали. Обсуждают пельмени. Салима Джигитова пишет, у вас в Саха ценится серебро, чем золото, это так? Ну, у нас серебро, да, ценится, потому что у нас национальные украшения женские, они из серебра. У нас на Урале наоборот. У нас больше золота. Вот прямо вот у нас идет, значит, ободок. Здесь вот, значит, висюлечки серебра, сережки обязательно из серебра. Вот здесь, значит, нагрудник такой из серебра. Вот здесь, значит, тоже идут на кистях тоже серебряные. Все из серебра. Продам серебро недорого. И я сама тоже вот, я люблю, вот у меня тоже вот кольца, все серебряное. Золото, если одеваю, оно мне как-то
не знаю, давит, мне как-то тяжело. Не знаю, золото как-то дискомфорт. Так, Салима, только алмазы, пишет Захаров. Вы знаете, алмазы мы вот, кстати, вообще не видим. Только в этих В названии. в бутиках этих, да, в магазинах. Придешь, посмотришь. Так, Ким Чен Ын жив-здоров, чего и вам желает. Он на полигоне, в отличие от наших барыг. ВСС пишет, хорошо. Павел Богачев пишет, нет, это бот. Паша, не обманывай. Пишет, нет, это бот. Чей правый, левый? Бот. Паша, привет, как дела? Я тут ботов в бане махал. Так. Фабрику троллей. Да здравствует Клавдия Харциз, да здравствует интернациональной парочки. Ура, товарищи, ура! Я тут не мог стоять. Конечно, шаман послушал предсказание, что в июне вирус закончится, потому и собрался. С вороной не пойдет ни один уважающий себя человек. С таким генералом идти и врагов не надо. Нет, скорее всего, мне кажется, Ирейда, что вот это карантин, да, все Вся это ситуация да, продлится еще. продлится еще долго. Да. А потом изобретут неожиданное лекарство и отправят всех принудительно. Полина Иванова, что там ты обсуждает? Я тут тоже смотрел, как Что там тебе противно слушать, я не поняла. Пишет, как... противно слушать. Ну, кто? Полина Иванова какая-то. Ну, не слушай. Ну, если вам не хочется слушать, не слушайте, мы же не заставляем. Насильно не заставляем никого. Так, Салима пишет, если у меня национальное украшение, национальный костюм. Не шелаешь. Ну, украшения есть, украшения могу одеть. Я тут жестко вообще косячнул с последним роликом. Вот. Когда я инструмент брал, получается, я хотел там ставить отрезок, поблагодарить Варвару и Александра за то, что они дали инструмент, а этот кусочек куда-то улетел. Вот, я ее хочу сейчас поблагодарить. Спасибо то, что дала инструмент, и Александру за то, что они дали инструмент мне. То есть без этого инструмента я бы вообще ничего не сделал. Сидел бы и смотрел на это отопление и молился бы. Спасибо. Вот, а Варвара, она швея с большим стажем, рукодельница, очень хорошо шьет, у нее заказы именно вот на национальные одежду, да, зимнюю, летнюю. Она именно училась по пошиву меховых изделий. Она знает шкурки, да, вот всех животных, как сама выделывает, сама шьет. И я вот у нее померила якутскую национальную шапку. Она такая красивая, из нескольких видов меха. Вот она идет вот такая высокая, вот так вот все мех, вот так мех, сзади там другой мех. Там наверху такая вот, значит... Типа рогов что-то. Да, вот там из ткани Прикольно, красиво, месяц. там узоры. Вот. И она такая теплая, прям оставляет только вот так лицо. Вот здесь завязочки, можно завязать так, когда холодно, и можно завязать сзади, когда тепло. Но она такая теплая, такая красивая. Я когда ее делала, я себя почувствовала прям какой-то якутской принцессой, там княжной какой-то. Такое прям чувство интересное, такая прям, как будто я вот перенеслась там в далекие те времена, когда жили, значит, ну, и народность саха. Там были богатые, бедные, да, вот на богатых работали батраки, их богатых называли тайоны, вот, жили отдельными аласами. Вот, допустим, одна семья живет, и через 50 километров вторая семья. И вот там, если что-то там одолжить или попросить, или там посвататься, и вот нужно ехать 50 километров на лошадях. Ну так интересно, они жили друг от друга далеко.
И поговорка такая была у них, лучше, значит, вода ближе, чем родственник Дальше. дальше, да. Ну, вот такая тема, что лучше я буду жить ближе к воде, чем ближе к родственнику, что и родственники жили очень далеко. Ну, не знаю, это может какие-то у них территориальные были разногласия, что они жили далеко друг от друга. Ну, вот такое интересное отступление я сделала в историю. Так, что тут? Вот, Тихомир пишет, я очень довольна своей землячкой Викторией. Она не только красивая и интересная, но очень умная, привлекательная. Спасибо большое. ВСС пишет, главврач Красноярского госпиталя тоже выпала из окна. План по короне провалила и тю-тю. Ой, мы такого не слышали в Не знаю, новостях. такого нету. В официальных источниках. Валентина Старостина, спасибо. У вас хомус есть дома? Хамуса нету у... Салима спрашивает. У кого? У кого? Илья есть хамус. Да, вот в прошлый раз, да, было видео на 8 марта. Илья играл на хомусе, Раиса играет. Я даже не знаю, как на нем играть. Я не играю, но у меня есть хомус, там старый бабушкин. А так у меня У тебя есть хамус? Это был. У дочери моей был хомус, она закончила школу искусств по классу якутского фольклора, и там она играла на хомусе и выступала значит, на концертах. Вот она, когда в гости приедет, я специально Сергей попрошу, чтобы она для тебя сыграла. Все. Аншлаг будет. Вот, мы даже, помню, ездили в санаторий, да, вот она в лагеря ездила детские, дочка, и там она прям на конкурсах музыкальных всегда выигрывала, потому что она выходила с хомусом, как начала играть, все, сразу первое место обеспечено. Так, Салима пишет, Петр пишет Салиме, у ворона есть варган. Варган. Так, агент, успокойтесь, пожалуйста. Что он там? Так, Василие, передайте привет одногруппнику из Ханбиги, Прокопьеву Косте, учились в Иркутске, сейчас вроде он пенсионер МВД. Прокопьев Костя, у меня нет такого знакомого. Нет, он может просто для видео попросил. Просто часто пишут вот так вот, только передайте привет тому-то, тому-то. У меня есть, почему был-то, есть одноклассник Костя Лиханов. Помнишь, я записывала ему видео? Вот, но у него фамилия Лиханов Василий. Может, вы про него имели в виду? Нет, ну просят иногда, что другим людям передаешь привет. Нет, я должна передать? Нет, он же говорит из Ханбиги. Много ли таких людей? То Хан только маленькая, что это? Маленькая, да, все друг друга знаем. Ну вот ты, например, Я не знаешь, всех кто знаю. там сейчас. Стареньких, допустим, не знаешь. Знаю. Ну, попросили передать, что заморачиваться. Попросили передать. Сейчас Василий, я же рассказала, он должен вспомнить. Именно фамилия какая у Кости. Так, Петр Захаров пишет, что ты зеваешь, что ты ночью не спишь, видать. Я сплю очень хорошо. Мне сны снятся, то, что я над домом летаю. А чем приснилось, что его инопланетяне забрали? Целая эпопея. Так. Захаров пенсионер пишет. Так, Петр Захаров пишет, Дед Мороз новый видос выложил. Снег выпал у него в ограде. Представляешь? Ничего себе. Мгм.
Настя Лисица, говорит, себе тоже в орган заказала. О, ничего себе. Мгм. А играет, говорит, муж. Максим, тебе привет. Полина Иванова, женщина Петр. А, Волочкова очередного беднягу накрыла шпагатом. Волочкова? ВСС, вы про балерину? Ну, я не знала. Я вообще за ней не слежу. За Волочковой. Стрим. Блин, мне вот интересно, кто этим занимается. Вы ж знаете то, что вы делаете это специально. То, что рано или поздно ваша лавочка закроется. Сколько веревочки не виться, все равно конец придет. Вы же это прекрасно знаете. И те структуры, которые работают на этот режим, все равно это все кончится. Потом вы куда пойдете? Спрашивает Салима, Виктория, ты умеешь готовить якутский десерт? Я не умею, он умеет. А что я умею? Я ничего не умею. Ты же крутил. А, я Вот. мучил или Ну, варил, но крутил. это мороженое? Ну вот, это называется Мартыш- якутский десерт мартышка. мартышки, да. Мгм. Кёрчах это называется, а не вот, мартышка. вот. Вспомнил. Видите, он даже название знает. И умеет делать. А там ничего сложного, там с сахаром, по-моему. Вот, рассказывай. Рассказывай. И штука такая, как миксер. Проще миксера замесить. Нет, именно так надо крутить. Вот Я это на- вот мутовка называется. На палке такая, это, там, какая она Давай. форма была? Не помнишь? Короче, там кубик Рубика. Варя, спасибо, что ты научила его готовить А я якутский состав не десерт. знаю. Не Ну, знаю, уточнить как можно там. у Вари состав. Сгущенкой туда наделаем, нормально. Так, о, Настя пишет, от Макса вам тоже привет, спасибо. Он сейчас занят немного. Фамилия Прокопьев, имя Константин. Я же помню отлично, просил передать привет в эфире. Хорошо, передам. Вот видишь тебя как просили, а ты заморочилась. Я подумала, что это мой одноклассник. Блин, просто человек тебя попросил передать Ну привет в хорошо, эфире. передам. Ты начала- Передаю привет от Василия Прокопьеву Константину из Хандыги. Вот. Мгм, Ты хорошо. давай там копать, лопату достала, кто там, какой одноклассник. ВСС пишет, что ты сам тихий, микрофон у тебя тихий. А он не работает. А что у тебя не работает? Батарейка села. Батарейка села. Я его неделю не заряжал. Салима пишет, за приветы надо деньги платить. Не, у нас на канале бесплатно. Мы же не бизнес-проект, чтобы деньги с народа собирать. Да, вот, кстати, хотела рассказать, да, вот про одну, значит, блогершу, она тоже многодетная мама, фермер, у нее, значит, 11 детей, 2 от мужа и, получается, 9 своих, да, и она, значит, завела коров, там коз, кур у нее, кролики, ну, короче, вся живность домашняя, да. И она... Сначала она так скромно просила деньги. Потом, когда у нее... Что там, помнишь, донаты, да, закрыли? Что-то... Да, мне, получается, монетизацию с Монетизацию канала закрывают. сняли, потом спонсорскую подписку якобы за нарушение. Это баг Мгм. Ютуба был. Мгм. Вот, и у многих так послетало. И я когда посмотрел, что она просит донаты, я сказал то, что она будет просить теперь их постоянно. Зря она это делает. И так и получилось. Мгм. Потом я больше ее не смотрел. Да, у нее были раньше очень хорошие комменты, ее смотрело очень много людей, все ее там любили, да, помогали как могли. А тут она уже стала в наглую просить деньги, каждое видео, каждый стрим она просит деньги.
И сейчас вот я на днях зашла на ее канал, и там одни негативные комментарии. Люди от нее отписываются, люди ее называют уже попрошайкой. Но правда у людей уже терпение закончилось, когда она уже в эфире себя прям, у нее прям корона, она зазвездилась, и она стала уже значит, говорить плохо о людях, которые живут в городе, что они, значит, лентяи, не работают, а вот кто живет в деревне, вот это работяги, а городские, значит, все лентяи. А люди были просто в шоке, говорят, как ты можешь вот нас осуждать, мы же тебе деньги шлем, да, ты на наши деньги купила все это, ты, значит, из-за этих, значит, лентяев, да, эти лентяи тебе поставили вот эти молокососы, Молодец. Все, я заговорилась. Все, давай молокоотсосы, давай дальше продолжай. Так, ну и в общем, люди стали возмущаться, что вообще-то это город тебе поставляет, да, значит, всю технику, вот эти даже Оборудование. доильные аппараты, все это люди в городе, наверное, изобрели и создали, потом тебе, значит, поставили. А она, значит, вот так вот о людях отзывается, и получилось, что она своих подписчиков оскорбила. Вот Сережа это знает, да? Вот, Да, я-то что... прекрасно знаю то, что не нужно свою аудиторию никогда оскорблять, они же тебя поддерживают постоянно. Вот, пишут тебе положительные комментарии, смотрят, тратят свое время, а ты так просто берешь и им плюешь в душу. Вот, и люди начинают от тебя отворачиваться, и я это прекрасно знаю, что не нужно делать таких выводов. И Да. так, Мгм. я не побоюсь этого Мгм. даже слова, хреново относиться к своей аудитории. Мгм. И мало того, что она так плохо стала относиться к своим подписчикам, она... Вылетаю чуть-чуть в стрим. Мгм. И вот, значит, она стала, мало того, что плохо относиться к своим подписчикам, так она до того обнаглела, что люди ей посылают деньги, она покупает, она, значит, плачется, вот у меня там голодные коровки, ой, у меня голодные там дети, и люди отправляют ей деньги, и она покупает, значит, сено, да, вот, значит, своей скотине. А потом люди смотрят, вот в последнем видео я зашла, люди были в шоке. Она, значит, купила сено, и это сено валяется. Представляете, вот эти вот коровы топчат это сено, ходят по нему, э, раскидывают его. И люди были в шоке, говорят, вот сразу видно, что ты сама не косишь, да, сама не добываешь это, и ты так относишься безответственно. Ты, наверное, думаешь, что вот тебе опять сейчас деньги подкинут, и ты еще купишь. Подумаешь, вот это сено затоптали. Поэтому люди, которые сами готовят, да, держат животных, да, сами покупают, сами сено косят, они знают какой-то труд, да, они там за каждую травиночку там трясутся, да, а вот она вот так вот халатно относится. Для многих странно прозвучит. У меня когда-то родители держали скотину, то есть коров, кур, поросят. И я сам знаю, как это все добывается, то есть как сено косится. Я могу сам насадить литовку, наточить ее и сам накосить. Вот. У меня родители всегда сено, допустим, вот если корова выдергает сено, она возьмет ее, мама у меня подберет, либо я сам подберу, закидаю обратно в кормушку, чтобы она не ходила по этому сену, а на подстилку мы использовали солому, либо пил. Вот, и к сену очень хорошо относились. Так, Эмпирик пишет, привет, ребята, привет. Ольга Хромовских, завтра родительский день, сказали, кладбище будет полиция охранять. Ну, не знаю, что завтра будет. У нас тоже сказали, нельзя. Полиция будет охранять. Ну, посмотрим. Но это получается неуважение к Мгм. миру мертвых. Ираида пишет, мне бы запомнить время этого стрима. К концу июня уже наметится новый лидер, а потом шаман скажет, что это он изгнал демона. Но сейчас есть новые силы, они не спят. К концу года появятся перемены. Посмотрим.
Агент пишет, люди просто жадные, им все халява нужна просто. Ну, Ага. смотря тут зависит же от какой человек на самом деле. Если человек не умеет распоряжаться финансами и считает, что тебе что-то должны, то финансы тебя испортят. Если ты прошел этот этап и как-то к ним никак не поменял, а просто относишь, что это деньги тебе, ну, это ничего тебе не поменяет. А я вот отношусь, деньги это как инструмент, то есть, ну, которым ты завиваешь гвозди, вытаскиваешь, допустим, что-то новое, вот, либо изготавливаешь. Вот я к ним так отношусь. То есть это инструмент и возможность, а не статус. Вот агент пишет, что им рубля кинуть жалко, что ли? Кому? Ну, не знаю кому. Нет, вот когда, смотрите, когда ваши деньги просто втаптывают в грязь, тем самым плюют вам в лицо. Я думаю, вам не понравится. Так, Роман Сим пишет, добрый вечер. Скажите, где купить такой микрофон? Друг, зайди на Алиэкспресс и набери в поиске микрофон. Можешь даже скрин сделать и в Алиэкспресс найти по фото. Вот я специально для тебя сейчас поближе его сделаю. Вот такой. Скрин сделаешь и сразу в Алиэкспрессе вставишь, и там видно будет его, он найдет по картинке. Сергей Ник, Серега, а почему Тихий? Это фамилия? Нет, это псевдоним получается. Я его придумал давненько уже. Скоро год уже будет в мае. Нифига получается, у меня скоро юбилей каналу год. Год скоро будет на эфире. Эмпирик, вы в курсе, что Виктор Алексеевич, Дед Мороз, написал 2 части книги Джол о походе шамана? Да, Да, я в читала курсе, мы первую читаем. часть. Читаем. Нам очень интересно, потому что вообще-то мы участники. Интересно, что он про нас напишет. Но я даже на себя не претендую. Ну, не напишут, не напишут. Но даже нигде не хочу сидеть. Скромный такой. Да, скромный. я скромный человек. Ираида пишет, агент, это вы про вороны, люди, однако, помогают, а ворона щедрый, пусть старикам голодным поможет. Нет, это было не про ворону, там про девушку рассказывали, женщину, многодетную Мгм. маму, которая так Мгм. халатно очень относится к своей... Опять? Я с кем вылетел. Про девушку-женщину, которая очень так халатно относится к своей аудитории, наплевательски. То есть никогда не нужно указывать своей аудитории, что делать и критиковать ее. Борис, ты не вовремя звонишь. Салима пишет, она что, сестра Пернатова? Нет, это не сестра Пернатова. У Но нее у- достаточно больше аудитории, чем Мгм. у товарища этого. Но она также прекрасно, даже лучше его просит, да. Агент говорит, значит, что для мамы 11 детей 1000 рублей не деньги, лол. Ну, деньги не деньги, Ну, но... смотрите, можно было как сделать. Допустим, вот с ее стороны не вот так вот просить в открытую, что дай мне денег, дай, аудитория, давайте, поможем мне. Вот. Умные блогеры делают, просто реквизиты карты оставляют, вот, и написано на помощь каналу, там, вот так вот делают, получается. Кто хочет, тот кидает, а не так, что принудительно. И Знаешь, она кстати, хорошо просит, потому что она говорит, вот, мои животные голодают, помогите. Конечно, люди будут кидать. Давай я тоже буду говорить, о, мои собачки голодают, да? Я никогда до такого не дойду. Не. Ну. Просто люди, когда вот эту грань переходят, вот что Ворон, да, вот что вот эта Ольга, они когда переходят эту грань, вот
все, они не могут остановиться. Они просят, 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 Да, вот просят уже когда, все. когда тебе за день накидывают по 10-15 тысяч, и ты своим горбом так не заработаешь, это очень голову сносит. И остановиться уже не можешь. Да. И которые шли деньги, ты их просто раскидываешь налево-направо. Вот. Что касается, которые мне скидывали на билеты, вот, я оттуда себе только на дорогу брал, вот, получается. И остальное, то, что у меня осталось, там 3000, получается, было, я это все раскидал в нужды команды. Себе я ничего не оставил. Агент, как ты не можешь понять? Опять пишет, что ты завидуешь. Чему ему завидовать, агент? Если ты, получается, из команды его, пожалуйста, покинь канал. Мгм. Я таких критиков уже за последние двое суток из чата в WhatsApp, из его группы, которые приходили ко мне на канал, очень много забанил. Потому что несуразную критику несут, во-первых. Во-вторых, не по делу, что я якобы собираю какие-то донаты, хотя у меня нету такого. Вот, дружище, подумай, пожалуйста, что ты творишь. И на той ты ли стороне. Так, агент пишет, я про девушку писал. Про девушку? Ну, про девушку я же рассказала про девушку. Мы сейчас только про девушку рассказали, что Тогда- она отзывалась нехорошо о своих подписчиках, Так- городских, которые живут в городе. Стой. Тогда, дружище, извини, пожалуйста. Я признаю свое поражение, что мне в тот адрес скинул. Извини, пожалуйста. Так, Сергей Ник пишет, что менять пора псевдоним. Вот Леха Кочегар поменял, и тебе надо поменять. Серега Шумный, например. Серега Ленский. Нет, Серега Якутский. А то, кстати, в Якутске есть улица Тихая. А, А Леха-то поменял уже не по своей вине. У него канал украли, и он поменял ник. Дикий кочегар. ВСС пишет, на гуся или утку пойдешь, Серега, скоро сезон откроется. Мясо и пух будет. Ну, вообще-то карантин до осени. Какое мясо, пух? На утку так-то, по-моему, в октябре открывают, а в августе, у нас в августе открывают. Вообще, ВСС, я против весенней охоты. Вот, Они, значит, домой возвращаются, а тут их бах, да. уже. Мгм. Я помню, папу так своего ругала, когда он принес гуся, гусыню, и мы ее начали разделывать, а у нее в животике яичко. Прям я так плакала, и папу ругала, и папа аж прям голову опустил, так молчал. Я говорю, ты посмотри, говорю, она летит на родину, чтобы вывести у детишек, да, утяточек, гусяточек, а вы их вот, родина как встречает, да? Да, ружьем. Ах, С лицом. Да, Вот, поэтому да, я вообще против весенней охоты. Вот прям категорически. Не, у нас нету весенней охоты. А у нас есть, представляешь? У нас только в августе сезон охоты открываться на уток. А в остальное время нету. Эмпирик пишет. Этот агент тебя спрашивает, Серега, ты жадный? Я нет. Эмпирик, советую почитать остальные книги Деда Мороза. Дом для ветхого человека. Мужской принцип. Увидите, Мужской что процесс были... у него. Увидите, что были знакомы с сильным писателем и очень глубоким человеком. Я прочитал на одном дыхании. Хорошо, Эмпирик, прочитаем. Не, я же, когда к нему приезжал, получается, мы интервью снимали там на час, по-моему, с Виктором Алексеевичем. Он там трогательно рассказывал о своих книжках, вот где он писал «Скотный двор», вот эту книгу. Он описывал свой двор, там лавочка, где постоянно собирались. Это он все тоже описывал. Мгм. Ну, прирожденный писатель. Столько лет пишет. Тимур Ким, откуда ты свалился? Пишет, всем привет, а где Тихий сейчас?
Я? Ну, На не Канарах, наезжай- не видишь? не загорает. не наезжай на аудиторию. Не наезжай. Дружище, здорово. Я сейчас нахожусь в Якутске. Уже, наверное, месяца 2, если не больше. Я уже сбился со счета, сколько я здесь. Я уже успел отдохнуть на Канарах. На нарах. Сальма. Да, собачка, которую укусила Тихого, это девочка. Девочки не любят меня. Вот мне что не нравится в девочках, они сражаются до последнего. Даже если их разнимешь, они все равно кидаются. Ну. Агент, Вика, плохо читаешь, обрывисто. Хорошо, буду не обрывисто. Смысл темы не полностью читаешь. Вон Серега путается. Ну ты тоже пиши, понятно, о чем ты пишешь. ВСС пишет, вкуснее дикого гуся, наверное, нет ничего. А я не ем дичь. И Сережа тоже не ест. Или ест. Сережа много кого не ест. Я лошадок не ем. Салима правильно пишет, не убивайте животных. Кто-то смотрел? Захаров. Петр Захаров пишет, вон дед яйца пьет лебяжьи по утрам и ничего. Это кто? Он что, ворует яйца у лебедей? Кто, Прикол Иваныч? Иваныч. Да. Ираида Астрал пишет, сосватали кого-нибудь? Нет. Кстати, Кстати, мы совсем мы забыли. мы пропустили нам косяк, ну, занесением в личное дело. Да. Татьяна Иванова пишет, жалко неродившегося гусеныша. Да, это плохой поступок. Брат, покажи маме, пожалуйста, этот стрим, если ты будешь смотреть. У меня мама, ей приносят цыплят с птицефабрики. Вот, она, получается, они полуживые такие цыплята. Она их выхаживает, получается, у нее сейчас 52 штуки. 52 белорусов, представьте себе. Сколько там, пил. С ума с ними сходит. Тимур Ким. Серега, как же работа? Уволился, что ли? Да, давно уже уволился. Написал заявление, вот, продал все, абсолютно все свои рукавицы. Перчаток осталось там у меня по 300, наверное, или 400 непроданных. Респираторы все вообще продал. А я не поняла, Тимур это Ким откуда вообще Ну, появился? давно, наверное, не заходил на канал. Это сколько месяцев он не заходил на Ну, канал? давненько, наверное, не заходил. Нет, это вообще какие-то вопросы он задает. А чё? И домой, говорит, неохота, и вообще семья твоя где? Ну ты чё наезжаешь на аудиторию? Запомни первое правило. Никогда не наезжай на аудиторию. Ну, Нет, ну он же мог Ну, зайти на человек- твои видео предыдущие. понимаешь, человек, он такой ленивый получается, что он не будет пересматривать там, когда-то что-то было. Вот. Ему проще зайти в прямой эфир и спросить. Для этого делается прямой эфир, чтобы была обратная связь, а ты тут наезжаешь и рубишь сгоряча на аудиторию. Вот Татьяна пишет, Серега, передай своей маме привет. Я сегодня, кстати, с ней Спасибо разговаривал. ей за прекрасного, доброго сына. Помаши нам рукой. Я сегодня с мамой разговаривал, она мне позвонила, потеряла меня. Вот, а мне считают, что ей звонить, это я нахожусь сейчас в роуминге. У меня получается 14 рублей минута стоит разговор. А с мамой мы очень подолгу разговариваем, по часу бывает.
Так. Так, это Тимур Ким пишет. Я смотрел, когда шаман шел. Ничего себе. Ну, давнее. Так он шел, когда он шел? Не Летом он наезжай, шел. я говорю, не наезжай никогда на аудиторию. А где вы были с лета? Ну, мало ли, у человека денег на интернете не было, у него свои проблемы были. Что ты наезжаешь на аудиторию? Так, неизвестный номер. Привет, добрый вечер. У нас много получается сейчас аудитории, которые не смотрят, которые, да, зачаровались. Мгм. Вот из-за этого прекратили смотреть. А сейчас просто человеку стало интересно, что действительно происходит. Мгм. Вот он зашел посмотреть. А ты так наезжаешь на него, тебе не понравится же? Ну? Да, на тебя так будет наезжать. Неизвестный номер пишет, вы выглядите уставшими. Мы говорили уже до этого. У меня умерла бабушка, вчера были похороны, поэтому вот у нас траур. Слава Седов какой-то появился. И, кстати, я такую фичу заметил у себя на канале, да не только у себя на канале. Вот, меня часто отписывают от каналов, и от меня тоже часто очень отписывают лайки, скручивают комментарии, допустим, пишу под любым другим каналом. Вот. Ставлю с 8 устройств на свой комментарий лайки, захожу с другого устройства, у меня показывают 3 лайка. И что это за фича такая? Профсервис. Спасибо, да, я такая. Салима пишет, да, вот уже вы полноценная семья. Салима, да, вот уже вы полноценная семья, когда муж и жена чуть-чуть ругаются. Эмпирик пишет, Сережа, как ты думаешь, а что может Виктор Алексеевич написать о тебе в своей книге? Ну, обо мне кажется, там может как-нибудь затронуть то, что на митинг приезжал с далекого Урала. Ну, также может ничего не написать. Я нисколько не буду огорчен, даже если у меня... Если даже не напишет, Сережа не обидится. Нет. Он так, Виктор Алексеевич, молодец. Тимур Ким пишет, я с Хабаровска, работал, и ребенок родился, некогда было интернета. Вот видишь. Ну, понятно. Поздравляем вас с рождением ребенка. Добро пожаловать на Наш мир. наш канал. Сережа сейчас живет в Якутске. Я уволился, короче, с работы, приехал в Якутск, побыл 1 день, и меня сразу арестовали. Дядя Леша, да, у меня та же проблема. Сначала шаманом восхищался, потом разочаровался. Вот видишь, я не один так. Ираида плюсики ставит дяде Леше. Салима опять со своими вопросами. Виктория у вас в Саха на племя определяет? Если да, Виктория, из какого рода племени? Я не знаю. Где моя Маришка? Петр Захаров потерял. О, Маришка. Гена Да, пропала. что-то Татьяна перестала своей подружке говорить. Что случилось? Поругались, может? Тимур Ким опять пишет вопросы. Дед Мороз где сейчас? Что делает? Дружище, Дед Мороз в Тюмени. Можешь, в принципе, зайти на его канал Виктор Егоров и посмотреть. Он там очень часто выкладывает. Ну, не часто, но периодически выкладывает видеоматериал. Татьяна Иванова, спасибо. Пишет, что Салима меня троллит специально. Да, я замечаю, но я отвечаю. Давай не наезжай на аудиторию. Маришку Кубанчик забрал. Салима сама удалила свое сообщение. Ираида пишет, Тимур Ким, Дед Мороз выходил на связь пару дней назад. У них снег выпал. Надо было попросить Виктора Алексеевича
прямую трансляцию запустить. Татьяна Иванова, Маришка на связи. Вчера была по скайпу. Тебе привет и обнимашки. Сказала остальное при встрече в июне. О, у вас в июне встреча будет? Шуми на своем канале. Как встретишься? Владимир Грибов. Зависли? Ой, мы очень часто зависаем. За вот этот сегодняшний стрим сколько раз было? Раз 10 уже. 10 раз. Особый отдел мешает. Целый отдел работает. Мгм. А, Петр Захаров говорит, я в мае поеду. Ну хорошо. Уже май же. Через пару дней. Через пару дней май. Петр, ты уже летишь к своей Маришке? Давай сильно не балуй. Агент 007 спрашивает, какой отдел? Агент спрашивает, какой, говорит, отдел? Ну, целый специальный отдел по накручиванию дизлайков, накручиванию лайков, скручиванию просмотров, мониторингу соцсетей, мессенджеров. Целый отдел специальный. Мгм. Да, мне так и сказали. Я рассказывала в стриме. За какое число? Ну, там написано, да? Было. Не помнишь, какое название писала? Не помню. Я говорила, что когда меня вызвал участковый, он так мне и сказал: а вы знаете, что при ФСБ есть специальный отдел, который читает все сообщения в WhatsApp, во всех соцсетях, что они следят, мониторят, кто что написал, кто какие комменты, какие репосты сделал. Все не знаю. Я вас разочарую, сливают информацию Одноклассники, WhatsApp. Насчет Вайбера не знаю. Вот. ВКонтакте сливают информацию. Агент хохочет, говорит, не смеши, говорит, мои тапочки. Ну, поздравляю тебя. Ну, мне кажется, агент 007, у тебя не тапочки, а как их называются? Сланцы. Нет, не сланцы, а какая у них обувь? Это не называется же. Ну, менты в чем ходят? Берцы. Во, у тебя не тапочки, а берцы. Не Во. наезжай на аудиторию. Татьяна Иванова пишет, нет, она рада бы хоть завтра, но там все сейчас строго, потерпи уж до июня. Точно, карантин же, нельзя ездить. В Москве. Да, Петя, сочувствую, тебя не пустят к твоей Маришке. А мне тут какая-то Маришка заходила, писала. Да? Ну, Мгм. Татьяна, это не твоя Маришка заходила? такой негативный комментарий оставила. Агент пишет, с ваших видео мало урону государству. Ну, агент 11 раз. Мгм. Но агент, сделай тогда закрыть видео и уйди, пожалуйста. Сейчас только на меня наезжал. Чего ты моих подписчиков обижаешь? А теперь говорит, уйди. Агент пишет, и есть куда более серьезные ребятки в Ютубе. Но этих серьезных ребяток прессуют постоянно. То считаем накруче. Космические. Не дают им спокойно развиваться. Вот, дружище агент, получается, если я бы никакой угрозы не представлял, меня бы не задерживали тут с такой толпой и не херили бы у меня видеоматериал с моего телефона, как они меня задерживают. Они бы это не делали. Хотя он у меня есть на YouTube загруженный этот восстановленный материал. Вот, я сейчас откладываю каждый раз дату публикации, в случае чего оно выйдет. Вот тогда скажите, пожалуйста, агент 007, зачем Сережу 10 суток держали тогда? Да, за что меня 10 суток держали тогда? За что вот мы страдали? Вот Сережа там страдал, я тут сидела, страдала. Вот для чего? За то, что я не совершал. И они это прекрасно знают, потому что я этого не совершал. Тимур Ким, как у вас там с эпидемией? Масочный режим ввели? Да.
Блогер. ввели, а с завтрашнего дня ужесточают прям повсеместно, все должны ходить в масках. А если мы пойдем завтра без масок? Куда? Ну, куда-нибудь в город, нас арестуют, да? Да. Кстати, где-то смотрел в США, по-моему, полиция только подходит, рекомендует, хотя у них режим ЧС введен. Даже не штрафует. Неизвестный номер, ты поздно пришел, я уже говорила, что Саша Шаман говорит, пожалуйста, отмотай чуть-чуть назад. Все новости в начале стрима. Татьяна Иванова пишет, Петя не без этого, везде тоталка. Неизвестный номер даже не знает, спрашивает, когда на 10 суток держали. Когда меня держали, получается, меня арестовали 21 21 февраля. Вот, а выпустили только в марте, по-моему, нет, в апреле. В апреле, В марте. в апреле, получается, 21 февраля арестовали и только 22 марта выпустили. 3 марта выпустили. Ага. И так интересно они поступали вообще. Мгм. Ребятам есть что интересного рассказать? Растут ли в тайге грибы? Конечно, растут. Мы пойдем по грибы. Да. Надеюсь, змей не насобираем, клещей не У насобираем. нас нет клещей, нет змей. Плохо. Почему плохо? Ну, я хочу суп из змей попробовать. Нет. Вот что-то. Лястиковое. Да, опять наши кобели завыли. Ты представляешь, да? Хаски Астик научил якутскую лайку выть. Это вообще... А якутская лайка научила хаски лаять. На грибы надо разрешение. Нет, не надо. Кстати, надо на грибы разрешение. Сейчас на рыбалку надо будет разрешение. Сушеные мухоморы можно выменить на шкуры песца. Мухоморы у нас не растут, кстати. У нас растут. А у нас нет. А зачем мухоморы собирают? Ну что, давай тогда будем закругляться. Нам тоже Сколько уже? отдыхать надо. Да, уже 12 час. Стрим постоянно вылетает. Ну все, друзья наши. Надеюсь, послезавтра стрим будет. Всем всего доброго. Спасибо, то, что уделили нам время. И кто не смотрел нас, вам тоже огромная благодарность. С вами был Сергей Тихий, Виктория и наша обаятельная аудитория. Пока-пока. Пока. Всем пока. Что там зачитать последние комментарии? Всем пока. Бай-бай. Почему Империк пишет позор, несвободные люди? Бог тебе судья. Агент пишет, Серега сам себе противоречит. Чем я себе противоречу? Агент сегодня вообще прям такой прям дерзкий, а? Дерзкий. Агент, ты сегодня что-то очень дерзкий. Ладно, все, всем пока. А Настя пишет, мы каждый день по одному, два клеща снимаем. Ужас. Какой кошмар. Все, мы утопали. Все, давай, Настя, Татьяна, пока-пока. Пока-пока всем, друзья наши.